Экскаватор за несколько минут сносит бетонную лестницу у входа в торговый павильон. Далее по плану еще много подобных объектов. Мэрия Баткена приняла решение. Все, что построено незаконно и пересекает красную линию, будет демонтировано. Всего на 4 центральных улицах города выявлено 150 незаконных пристроек. Это улица имени Нургазиева. На прошлой неделе мы предупредили владельцев всех объектов, которые пересекли здесь красную линию. Есть те, кто сам убрал незаконную пристройку. Все оставшееся убирает мэрия. Это не единственная улица, где есть нарушения. Незаконные пристройки имеются на всех улицах города. Муниципалитет приступил к демонтажу 56 пристроек, но отдельные предприниматели не одобряют снос лестниц у входа в торговые точки. Управляющая салоном штор Джанара Эшболова считает, что это неудобно в первую очередь для клиентов. Мы понимаем, что есть закон и его нужно исполнять. Здесь мы не можем спорить. Но с другой стороны, что делать людям? После сноса лестницы входить в помещение будет неудобно и травмоопасно. Высота порога почти полметра. Будем разговаривать с хозяйкой, как теперь решить эту проблему. В то же время в мэрии отмечают, что после демонтажа всех незаконных объектов и пристроек будет обеспечен единый дизайн торговых точек вдоль улиц, включая удобные и безопасные лестницы. У всех владельцев имеются красные книги и госакты, однако у нас действует закон об архитектуре и градостроительству. И согласно этому закону никто не брал у нас разрешительные документы на дополнительные пристройки. Отмечается, что по поручению полпреда президента в Баткенской области до 2 февраля все владельцы должны были самостоятельно снести незаконные пристройки и освободить дороги общего пользования. Мадина Низамова, Адыл Уразалиев, Татыбюбюкинджи Акунова, Эльтер, Баткенская область.